Строительные домкраты уже поставили, и рабочие, пережидая непогоду, готовятся залить бетоном перекрытие первого этажа будущего детского сада. Дошкольное учреждение в первом микрорайоне Карабулака начали возводить этой весной. По словам начальника участка, проделана немалая работа по укреплению и цокольного этажа, так что здание, согласно проектно-сметной документации, будет сейсмоустойчивым. Здание у нас как монолит железобетонный каркас состоит. Цокольный этаж уже выставили, залили. Сейчас у нас подготовили перекрытие первого этажа. Стены, фундаменты, стены держали жесткие, колонны, ригеля, все подготовили. Сейчас будем заливать перекрытие на отметке 3,50. Сейчас начнем благоустройство дороги, наружные сети будем выводить, прокладывать, канализацию, водопровод, газопровод, все. Возводится объект в рамках нацпроекта «Демография». Ход и качество выполняемых работ на участке контролируют представители управления капитального строительства Ингушетии. На сегодняшний день работы идут согласно графика, отставания нет. Бывают какие-то замечания, конечно, да, но они тут же устраняются. По мелочи, как на любой стройке. Да. Нарушения нет, тут еще и подрядчик попался, добропорядочный такой. Он не первый объект строит, я с ним работаю не первый год. Они строили сады, и школы строили. Проблем с ними нет. Материал весь наличие есть, соответствует. И арматура, и кирпич, и бетон без проблем. Просто у нас сегодня хотели залить бетон, и погода немножко подвела у нас. А так проблем нет вообще. А ход строительства часто контролируете, посещаете? Да практически каждый день я тут. Детский сад здесь просто необходим. Первый микрорайон интенсивно застраивается. Тут расположено около 400 частных домовладений. Кстати, решение о возведении дошкольного учреждения именно в этом микрорайоне было принято на сходе граждан. С учетом мнения населения первого микрорайона мы решили сформировать здесь земельный участок. И на месте сформированного земельного участка уже в рамках реализации нацпроекта «Демография», как мы уже наблюдаем, возводится дошкольное учебное учреждение. На территории первого микрорайона у нас детского сада не было, и ближайший детский садик для жителей находился на расстоянии более 3 километров. И, соответственно, в раннее утро и особенно в зимнее время для родителей составляло определенные сложности добираться до садика. И, соответственно, создание таких условий в каждом микрорайоне – это очень такой хороший стимул для развития муниципалитета, для развития социальной инфраструктуры и так далее. На сходе граждан присутствовала и Лейла Тимурзиева. У нее 7 детей, 2 из которых дошкольного возраста. Женщина очень обрадовалась, когда неподалеку от своего дома наконец-то увидела огороженную стройплощадку. Оғызбақ бе шеуі, замағда шебері оғыздақ дейізді. Чоғ сатусыш хайылылыр кейжі, трафареті үшті цухан хайылыге әнде ақыш число оларды жлелы жын байырыш, чоғ бақ безін болыш бы. Пачым буатсыш қолыр бағдыр яғыч. Оғы ехеге садик ханмычхани, гянер таққы машин цыға елы жуатсыжы үшті мехтеге шқолын дәні, үшті дадық ардынсық дады да вашти ацидоғыш үшті гайыртқы. Дақ ханзиги прошудянт оқын. Дақ азы яқ из школ подготовительной группы хоги ан чоқ сатусыждат хоғыз. Дақсы группе из школы қачы школы да яқтыге дақ қоқылсы цыч уже в садике қоднисло. После завершения строительства, а это согласно документации, конец декабря, объект будет выглядеть так. С благоустроенной территорией и детскими площадками детский сад внесет в жизнь малышей свои краски и удобства в будни взрослых. Еще один не менее важный факт: с открытием дошкольного учреждения здесь появится более 100 рабочих мест. Детский сад станет 5-м по счету в городе. Адам Мережков, Тамерлан Ужахов, Новости 24.